Пару дней назад госканцелярия в Вулканежском районе организовала встречу примаров населенного пункта Вулканежского района. После заседания, то, что мы обсуждали проблемы в населенном пункте, начальник государственной канцелярии господин Чернев объявил и сказал нам, что планируется встреча визита премьер-министра в городе Вулканеж. Ну, естественно, центральная власть приезжает. Кто будет, я уточнил вопрос, они нам дали повестку дня, какая будет, вопросов нет. Говорит, вы должны предоставить помещение для проведения, там были деконструированные службы, 4 примара населенного пункта. Соответственно, за день до этого, как по процедуре все делается, я встретил, показал, в каком помещении это будет. Все. Каждый занимался своим делом на данный момент. Но вчерашний инцидент, как вышло, что господин примар, выходя с кабинета, взял флаг, вышел гагаузский, поменял на европейский. Официально могу заявить, что это ложь. Кому-то это, конечно, очень интересно. Я понимаю, что за последний год я неудобный человек на сегодняшний день. Да, как у нас принято говорить у определенных лиц. Примар, социалист, пасмак. Понимаете? Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день примары, они не политичные, может, они при поддержке, как мы, говорят, от партии социалистов приходили, но примар, когда вступает в свой мандат, он начинает заниматься хозяйством, а не занимается политикой, как у нас сейчас пытаются в информационном СМИ поменять и сделать так, что наши люди путаются и не могут понять, что происходит сегодня. Никакой флаг я не вытаскивал наш флаг автономии. Я морального права не имею, так как я житель Гагаузии, я гагауз, и в первую очередь я примар города Вулканеж. Я дал им помещение, они подготовили. Я так же, как со всеми, зашел в зал. Да, конечно, мы сейчас разбираемся, как это получилось так. Но когда говорят, значит, кому-то это интересно, кому-то это выгодно. Если они не могли на каких-то маленьких уровнях решить вопрос, что вот постоянно, потому что СМИ, как проходит месяц работы, СМИ сразу публикуются. Господин примар социалист, там какой-то столб неправильно стоит, какое-то дерево они вырубают, нарушают какую-то жизнь, свет у них, что-то проблемы. Я объясняю людям. И не нужно, потому что, я понимаю, работа пошла в городе. Мы же не виноваты, нашей Гагаузии 30 лет. Давайте сделаем так. За 30 лет в нашем городе ничего не менялось. И я понимаю, что определенных лиц, которые находились до этого у власти, я не буду пофамильно, я не буду плохое про них говорить. Не в моих правилах, потому что начиная про них говорить плохое, становишься автоматически таким же он. Потому что жители города говорят, не говорите постоянно им лицом. Но сегодня уже нельзя молчать. Давайте сделаем так.